Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Зараз до нашого ефіру приєднається Ахмед Закаєв. Він є головою уряду Чеченської Республіки Ічкерія в еміграції. Ахмед, здравствуйте, слышите ли вы нас? Здравствуйте, Тарас, я вас хорошо слышу. Алексей, я хорошо слышу вас. Спасибо, что присоединились. Мы для начала хотим поговорить простите, пожалуйста, о кадыровцах, потому что тут нам, конечно же, много пугали этими бесстрашными людьми. Дальше выяснилось, что все-таки это, наверное, такой же миф, как и величие российской армии. Вот сегодня издание The Economist как раз посвятило им довольно большую статью. Могли бы вы рассказать, откуда взялся этот миф про бесстрашных кадыровцев, которые всех победят? Алексей, здравствуйте. Еще раз я хочу пожелать украинскому народу выдержки, стойкости, чего у них в наличии имеется, как весь мир в этом убедился. Главное терпение. Я уверен, что вы победите. Весь мир болеет за вас, весь мир поддерживает вас. И весь чеченский народ вас поддерживает. Я вас уверяю, без преувеличения. А теперь вот к вашему вопросу относительно, что такое или кто такие кадыровцы, и откуда взялся вот этот миф о непобедимости этих национал-предателей, коллаборационистов, которые предали свой народ, свое отечество, свою религию и полностью выполняют волю одного человека. Это Путин. Они открытым текстом сами заявляют, что они являются пехотинцами Путина. А вот для чего они нужны были Путину в русско-украинской войне, вот это очень хороший вопрос. Я постараюсь на него вам ответить. Дело в том, что чеченский феномен, как отважные воины, которые разгромили российскую армию, он имеет место в истории. Это был 94-96 год, когда чеченцы и чеченские бойцы сопротивления вынудили Россию сесть за стол переговоров и в конечном итоге покинуть нашу страну. Вот те люди, которые разгромили российскую армию тогда в Чечне, и те люди, которые сегодня представляют Кадырова и Путина, это совершенно разные люди, это разные поколения, это по своей природе это разные. И поэтому Путин, понимая, что чеченский фактор именно в войнах и вот памятуя о том, что в мире все-таки чеченцев узнали впервые именно из-за того, что они разгромили российскую армию, ему очень важно было представить, что на его стороне против украинцев воюют чеченцы. И вот они раздули этот миф, нам показывали. Вот я вам сейчас элементарно, это достоверная информация. То, что происходило в Грозном перед началом российской агрессии, они выстроили на площадях там людей. Это были все, кто находился или финансировался из бюджета, включая там гаишников, уборщицев и других людей. Они на них на всех напялили вот эту черную форму, которую они сшили к этому случаю, и их выставили на всю площадь и показали, какая большая армия у Кадырова. И якобы эта армия, 70 тысяч, готовы войти в Украину с тем, чтобы освободить украинцев от нацистов. Мы это уже в политическом плане мы это проходили. А вот в пропагандистском плане, конечно, это было что-то новое, что Путин вот таким размахом пытался использовать чеченский фактор в войне против украинцев. Я вас уверяю, на самом деле вот форма одежды, да, вот эти 100-200 человек, которых они постоянно показывают нам на камеру, снимают ролики и отправляют по всему миру и в Чечню, вот это, да, форма одежды, вот эти 200-300 человек. Ну, какая их функция? Они даже не входят в состав вооруженных сил российской армии. Это не военная сила и не военизированная сила. Это полицейские спецподразделения, которые входят в состав национальной
российской, как у них она называется, Российская национальная гвардия, ну, они входят туда. И у них были чисто полицейские функции. Эти же автозаки, на которых они должны были въехать в Киев, когда весь украинский народ с цветами и хлебом будет встречать Путина, если там вдруг появятся те, которые не будут согласны с этим, чтобы их забирать. Чисто такие репрессивные функции были возложены, полицейские функции были возложены на них. Но из всего этого информационных и средствах массовой информации раздули очень серьезную такую, представили это не чуть ли как отдельное независимое государство, которое напало на Украину. Но это все миф. И слава Всевышнему, украинцы и воины украинские, и те чеченцы, которые сегодня вместе с украинцами с оружием в руках противостоят российской агрессии, показали, что это миф и ничего за этим не стоит. Никакой силы, это лопнет, как мыльный пузырь. Вот как лопнул миф о непобедимости российской армии. Вы помните, этот миф был до Первой русско-чеченской войны. Но мы, чеченцы, тогда, которые противостояли с оружием в руках этой армаде, мы развеяли этот миф непобедимости российской армии и непобедимости великой ядерной державы. И поэтому сегодня и украинские бойцы, и чеченцы, которые рядом с ними стоят с оружием в руках и оказывают сопротивление, развеяли миф о том, что кадыровцы из себя представляют какую-то угрозу или какую-то реальную силу в этой войне. Вы знаете, вот подтверждая ваши слова, то, о чем вы говорили, что действительно там каких-то 200 человек все время фотографируют, во-первых, их уже назвали Инстаграм-спецназом, это прям почти уже такой официальный. И во-вторых, да, то, что на самом деле там, где они фотографировались, как выяснилось, это было даже не в Украине, они фотографировались в Беларуси, в городе Мозыре, ну, то есть они даже в Украине, вот они не из Украины делали эти фотки. И еще одна штука, да, вот действительно подтверждается из многих источников, что они не принимают участие в военных боях, они вот то, что называется, могут кошмарить мирное население, да, ну то есть имеется в виду, когда остаются просто цивильные люди, они могут врываться в дома, они могут грабить, они могут убивать, вот это они могут делать с безоружными людьми. Как вам кажется, ну вот все-таки, когда мы говорим о Чечне, когда мы говорим о, да, ну все-таки о национальности, о чеченцах, мы все-таки всегда себе представляли, как это сказать, ну такие определенные, совершенно явные, да, явный кодекс чести. Как вот с этим кодексом чести, который, ну, все-таки присущ чеченцам, да, мы говорим о народе, да, о целом народе, как это, в принципе, может сочетаться с тем, как ведут себя кадыровцы? Алексей, я клятвенно могу вас заверить, что настоящие чеченцы с такой болью переживают за то, что сейчас происходит, или вокруг вот этой пропаганды, которая дискредитирует нас как нацию и демонизирует чеченцев как этнос. Мы с большим переживанием следим за этим. И я еще раз обращаюсь и к вам, как журналистам, и как агентству, и к руководству Украины. Я просто убедительно прошу вас, чтобы мы не следовали той пропаганде, которую Путин специально создал этот миф, и он делает так, ровно так, чтобы мы все об этом думали, и чтобы мы демонизировали чеченцев. Это далеко идущим прицелом. Вы знаете, дружба между нашими народами, она началась не с хорошей жизни, она началась еще с тех времен, когда большевики, путинские предшественники устроили голодомор украинскому народу, и когда чеченцы пришли на помощь, они приютили в своих домах украинцев, и они с этого времени, на самом деле, дружба между нашими народами была, и она крепчала. Она крепчала постоянно и все время. Потому что 1944 год, когда депортировали чеченцев, это были единственная нация, единственные украинцы и евреи, которые не заняли дома депортированных чеченцев.
последующем, когда чеченцы были возвращены в республику, это украинцы и евреи, которые встретили чеченцев благодушно и открыли им двери своих домов, пока они не могли определиться со своим имуществом, которое у них отняли 13 лет назад. В последующем, когда началась Первая русско-чеченская война, к нам пришли из Украины добровольцы. Это были первые добровольцы. Пусть их было мало, до 20 человек, но это были украинцы, которые пришли помочь нам. И они принесли вместе с тем, что они прибыли, они принесли огромную поддержку с этой страны. И чеченцы это очень хорошо помнят. И все, что я вам сейчас перечислил, помнят об этом и большевики, и Путин, и путинисты. И ему очень важно было рассорить нас на долгую перспективу чеченцев и украинцев. Путин очень хорошо понимает, что он в этой войне не выиграет. И весь мир понимает сегодня, что у Украины очень хорошее будущее. Это Украина станет одной из ведущих европейских стран. И в этой ситуации иметь дружеские отношения с чеченцами, или если останутся дружеские отношения между чеченским народом и украинцами, это усиливает наши позиции в плане и в международных институтах, и по всем вопросам. И поэтому Путину очень важно было нас рассорить. Да, мы смотрим на этих людей, которые называются чеченцами, но это путинские пехотинцы. И из области такой, я уверен, что этого не произойдет, но не дай Всевышний, если сегодня Украина проиграет, и Украина в течение 20 или 25 лет, так же как и чеченцы, окажется под российской оккупацией, я вас уверяю, что среди украинцев найдутся тоже силы, которые будут защищать интересы оккупантов и русские интересы. Поэтому наша трагедия, наша проблема и наша трагедия в том, что 28 лет назад, когда Россия напала на маленькую Чеченскую республику, и в течение 15 лет, пока мы отражали эту агрессию, весь мир, к сожалению, был против нас и был за Россию. И даже официальный Киев всецело поддерживал эту войну и заявлял о том, что Чечня – это внутреннее дело России. И поэтому в результате попустительства всего международного сообщества сегодня в Чечне сумели создать эту силу, которая сегодня дискредитирует всю нацию, всех чеченцев. И мы с огромным переживанием следим за этим, смотрим за этим, но мы абсолютно уверены в том, что это тот мизер, который сегодня выводит на первый план, на камеры, и они делают такую информационную войну против чеченского народа в первую очередь, а потом уже против украинцев и других людей доброй воли. Мы это принимаем именно с этой позиции, что вся эта пропаганда и все, что сегодня представляет из себя так называемые путинские пехотинцы, кадыровцы, они делают это во вред будущему чеченского народа и всему чеченскому этносу. Вы знаете, на самом деле вы правы, мы действительно тоже были, украинцы, мы тоже были такими же жертвами пропаганды, да, и действительно, я думаю, что здесь многие верили то, что говорили, то, что говорили в телевизоре, да, там о каких-то чеченских террористах и так далее. Я думаю, что где-то в 2014 году большинство украинцев поняли, что мы ошибались по поводу чеченских войн, я тут должен это признать. И я еще хочу сейчас немножко, чтобы вы нам рассказали, как не нам, а нашим слушателям, о Рамзане Кадырове, да, это как это называется, одно из олицетворений зла, да, этой российской системы. Он публиковал ролики тоже из этого инстаграм-спецназа, он публиковал ролики, как будто бы он был под Киевом, он никогда не был под Киевом. Что это вообще за человек в женских сапогах Прада? Знаете, в первую русско-чеченскую войну, когда шла война, там по фотографиям я находил несколько раз, где-то он появлялся, который бегал вокруг и между бойцами, между теми, кто
оказывал сопротивление. Тогда его отец, агент КГБ, он был глубоко внедрен в ряды чеченского сопротивления, и он как раз-таки создавал такой имидж религиозной войны. Он все время призывал к джихаду, к газивату, убивать всех русских. Если каждый чеченец убьет 150 русских, то проблема будет решена. Вот тем самым он, с одной стороны, он оправдывал ельцинское вторжение в Чечню, показывая, что чеченцы такие злые, и они готовы убить всех русских, не считая с полом, с возрастом и прочее. Потому что 1 000 000 чеченцев должны были убить по 150, это значит убить 150 миллионов русских. С одной стороны, вот эту пропаганду придерживался его отец. С другой стороны, он показывал Западу, что мы какие-то религиозные фанатики, которые будут умирать, погибать и убивать, не имея никаких каких-то других целей, кроме каких-то религиозных. Вот эти два момента, которые он пытался, и отчасти ему это удалось сделать вот отцу. А этот шакал, который бегал за ним, ему было 16 лет или 15 лет, я его вживую просто на памяти не помню. Когда какие-то фотографии появляются, вроде бы, да, он, когда его отец приходил ко мне на работу, ну, бегал там какой-то юродивый. На самом деле он таким и был. И в последующем, когда Путин увидел в этом юродивом, жестокого, беспринципного, бесхребетного, который жаждет власти и жаждет благополучия и благосостояния, это вот вы возьмите интервью с Анной Политковской, которая у него брала еще в те годы, когда она еще была жива, как он бегал, показывал наценки на стульях и говорил ей: ты видишь, сколько рублей стоит вот этот стул? У меня их вот столько здесь. И, естественно, русские очень четко просчитали, что вот это станет очень мощным инструментом в их руках. Просто для него нужна жестокость, это в нем есть. Абсолютно это были, вот сейчас уже все понимают, это пришлые кадыровцы со своим фамилием, дед, прадед, до 4-го колена, это пришлые люди в Чечню. Они не чистокровные чеченцы. И Путину, и КГБшникам, естественно, зная, изучив историю Кадыровых и его соседей, которые сегодня тоже признают о том, что они все время работали на НКВД, они сделали вот такой расчет. А Кадыров, старший, в то время он уже стал более неудобным для Кремля, потому что он начал выдвигать какие-то условия, там, какой должен быть договор между Россией и Чечней, федеративный договор, где будут обозначены разграничения полномочий по татарскому варианту. А у Путина это были другие планы. Он не собирался не продлевать вариант татарского договора по федеративный договор с Татарстаном. И, естественно, он не собирался подписывать новый федеративный договор с Кадыровым старшим. Хотя предварительно у них были такие договоренности, и он уже, увидев в этом мальчике, в этом шакале, который бегал за ним, которого он, отец старший, назначил начальником службы своей безопасности, через него они ликвидировали Кадырова старшего. На самом деле, без преувеличения, Кадыров младший, он знает, как и когда убили его отца. Он был посвящен, но не в момент, когда убивали. В момент, когда его убивали, он находился где-то в Москве и гулял, в ресторане сидел. Вот представьте себе, начальник службы безопасности Кадырова-старшего в Москве гуляет, а его отца сажают на стул с миной. Заминированный стул в стадионе. И хотя в последующем они попытались, что это сделали чеченские бойцы сопротивления, и даже Шамиль Басаев взял на себя ответственность за это, я и тогда говорил, и сейчас говорю, и ответственно заявляю, Шамиль Басаев к этому взрыву не имел никакое отношения. У наших сил и средств, у наших сил сопротивления не было таких средств, которые могли бы вот так вот точечно ликвидировать человека. Если бы эту мину заложил бы Шамиль Басаев, то он бы снес бы полстадиона. И его, и тех, кто пришли на его праздник. И он бы глазом не моргнул.
А здесь произошло так, что его посадили именно на стул, который был заминирован с тем, чтобы его взорвать. И там один российский генерал ногу потерял, слишком близко оказался к этому объекту. И другой, так называемый председатель национального собрания, прислонился головой, он свою голову потерял. Вот эти все были за этот взрыв убитые. Поэтому Кадыров точно знал, кто и зачем ликвидировали его отца. И поэтому сегодня идентифицировать Кадырова как чеченец – это неправильно. Он, во-первых, не чеченец, во-вторых, это полностью, все 100% зависит от Кадырова, от Путина зависит Кадыров и от его ближайших нескольких человек. И поэтому Кадыров будет выполнять волю Путина. И, естественно, Кадыров будет находиться во главе республики до тех пор, пока Путин будет сидеть в Кремле. Не потому, что там сами российские структуры или русские его любят. Его тоже лютой ненавистью ненавидят, потому что русские, особенно русские шовинисты, которые сегодня выступают за войну в Украине, они его лютой ненавистью ненавидят, но сегодня они считают, что Путин правильно сделал, использовал чеченцев в войне с русскими. Это как бы такой оправдательный момент для Путина, в чем его всегда упрекали, что он чересчур облагодетельствовал национал-предателей в Чечне и позволяет им много такой самодеятельности. А вот сегодня Путин, как бы оправдываясь, говорит, что вот эта структура и это его детище в лице Кадырова и кадыровцев, что они сумели их использовать в Украине. И поэтому ему еще как можно больше нужно увеличивать роль и причастность Кадырова в этой войне. То есть они пытаются убить 2-3 зайцев одновременно. Скажите, ну вот да, сейчас, когда мы говорим о тех санкциях, которые были наложены на Россию, когда мы говорим о том, как у них ухудшается экономика с каждым днем, многие эксперты прогнозируют то, что это приведет к такому очень большому ослаблению России, в том числе к возможному ее распаду. Скажите, верите ли вы в то, что этот распад возможен? И, на ваш взгляд, где могут возникнуть, там, не знаю, очаги сопротивления внутри России? Видите ли вы их? Нет, дело в том, что часто вы задаете этот вопрос, журналисты украинцы задают этот вопрос, и им кажется, что вот в процессе войны с Украиной, что там могут произойти какие-то эксцессы. Я думаю, что этого не произойдет. Ну, в Чечне это точно не произойдет, потому что мы знаем, что если даже вот сегодня бы Чечня восстала бы и заново заявила бы о своих претензиях освободиться и деоккупировать Чечню, мир точно так же, как они относились к нам 30 лет назад, также назвали бы это внутренним делом России. И никто бы нам не помог бы. И мы бы очередной раз ввергли бы чеченский народ в кровопролитную войну. Мы этого делать точно не будем. И я думаю, что других каких-то очагов, которые могут сейчас в процессе вот украинско-русской войны возникнуть, их я там не вижу. Но о том, что Россия после поражения в Украине распадет на 9 таких регионов, на 9 частей, я в этом не сомневаюсь. И 9-я часть – это Крым и Севастополь, 9-й регион, который Путин, когда присоединил их к России, назвал его 9-м федеральным регионом. Вот он может отойти к Украине, или может потом в последующем стать, ну, не знаю как, но что Россия распадет, у меня в этом нет никаких сомнений. И вот в этом случае, да, и сами те республики, которые в 1992 году добровольно подписали федеративный договор, но Путин в одностороннем порядке денонсировал этот договор. Практически сегодня Россия это не федерация, это унитарное государство. Те малые народы и республики, которые подписали в 1992 году федеративный договор, они сегодня лишены абсолютно элементарных прав. Они не имеют права избрать того, кого они считают лидером. Они не имеют права на язык.
они не имеют права на самостоятельность, они лишены права религиозных, исповедовать свою религию только в тех рамках, которые им сегодня дозирует Москва. И поэтому, конечно, в последующем вот эти субъекты, которые сегодня являются как бы частью России, они абсолютно точно захотят стать самостоятельными. И в этом смысле Россия обречена на развал. У меня в этом нет сомнений. И самое главное, я хочу, чтобы вы понимали, сама российская общественность будет заинтересована в том, чтобы эта страна трансформировалась в какое-то другое государственное образование. Потому что те санкции, которые сегодня наложены на Россию, и те военные преступления, которые сегодня совершаются от имени российского народа, Путиным и вот этой военщиной, они будут иметь очень долгие последствия. Как в свое время нацисты, немцы, они более 70 лет расплачивались за содеянное нацистами в период Второй мировой войны. А сегодня это прямая аналогия вот того, что Гитлер делал в Европе. Сегодня Путин даже немного перебарщивает это. Но он делает же это не один, он это делает от имени русского народа. И русский народ, который его поддерживает 68-70% в этой преступной войне, конечно, несет прямую ответственность за это. Но осознание того, что они сегодня совершают, придет чуть позже. Чуть позже, и они поймут, что чтобы избавиться вот от этого наследия путинского фашизма, им придется с чем-то расплачиваться. И единственное, что это будет то, что они будут заинтересованы в том, чтобы выдать военных преступников, как политических, так и военных, которые сегодня совершают это преступление, и в последующем трансформироваться в какое-то другое государственное образование. Иначе они 70 лет будут расплачиваться за те преступления, которые они совершают в Украине, если не больше. И поэтому Ахмед, спасибо вам большое. Простите, мы, к сожалению, сейчас должны прерватися на новості. Большое вам спасибо за этот розговор. Хочу нагадати нашим слухачам, що з нами на зв'язку був Ахмед Закаєв, голова уряду Чеченської Республіки Ічкерія в еміграції. Подписывайся на канал Радио НВ. Вот тут.